Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 23 по 29 марта 2020 года для козерогов. Карты уже выложены, потому что второй раз приходится записывать, не стала перекладывать. Итак, главная карта недели – умеренность, старший аркан. Для отношений у нас выпадает тоже старший аркан император, старший аркан трансформация и в финансах у нас паж мечей. Итак, основная карта недели – справедливость, умеренность. Карта говорит о том, что будут, скорее всего, вопросы вставать, связанные либо с поездками, от которых, может быть, придется отказываться, да? Либо, может быть, здесь вопросы юридические, вопросы образования. Кроме того, здесь по этой карте может очень быстро меняться наш взгляд на жизнь, на мир, на других людей. Какие-то ситуации происходят сложные в мире, в обществе, и у нас меняются убеждения. То, во что мы верили раньше, да, в это мы перестаем верить сейчас. Кроме того, эта карта, знаете, такого состояние, когда мы стараемся быть спокойными, когда мы прикладываем к этому усилия. Ну и, конечно же, по этой карте идет влияние судьбы. Причем влияние судьбы очень благотворное. То есть, другими словами, можно сказать так. Если мы даже расслабимся и не будем предпринимать каких-то резких движений делать, да, то все равно у нас эта неделя пройдет хорошо, потому что эта карта связана с ангелом-хранителем, эта карта связана с выходом из сложных ситуаций, это карта, которая обещает нам помощь в любых трудных ситуациях. То есть здесь просто помощь судьбы идет, хорошие очень возможности для козерогов открываются. Не нужно ни о чем беспокоиться. Для отношений выпадает карта императора. И здесь будут вопросы подниматься семейные, безопасность, вопросы, скорее всего, связанные с разделением обязанностей в ваших отношениях, да, то есть, в принципе, карта очень хорошая для отношений, все идет своим чередом, все стараетесь контролировать. В принципе, может быть, единственное, что вмешательство, вмешательство закона, да, вмешательство того, что происходит в государстве, в наши какие-то личные отношения, да, то есть эта информация все равно накладывает отпечаток на то, что происходит в нашем доме, в нашей семье, в наших отношениях. Для тех, кто ищет партнера, девятка трефовая говорит о том, что мы можем, в принципе, встретить человека, который нам очень понравится, но, скорее всего, мы преувеличиваем его достоинство, мы преувеличиваем его хорошесть, да, и здесь может быть обман с его стороны, или сами мы себя обманываем, да, видим в этом человеке совершенно не того, кто он есть на самом деле. С другой стороны, карта говорит о том, что, может быть, вы хотите решить какие-то личные вопросы, связанные с деньгами, с безопасностью. Может быть, у вас просто очень сильное желание есть, чтобы был партнер в вашей жизни. И вы можете, в принципе, согласиться на человека, который вам, не очень подходит или не очень нравится, да. И вы можете просто делать вид, что вы его принимаете, да, что он вам нравится, что у вас есть какие-то чувства к нему, а на самом деле ничего такого нет. Карта говорит о том, что лучше этого не делать, потому что все равно из этого ничего хорошего не получится, будут лишь проблемы. И в конце концов все вернется на свои места, но вы можете сами от этого пострадать. Для тех, у кого уже есть отношения, король бубновый говорит о том, что в основном вы занимаетесь тут вопросами денег, недвижимости, и разговоры, возможно, все об этом, да, то есть здесь все, что связано с зарабатыванием денег, коммерцией, безопасностью ваших доходов, вашего дома. Здесь, кстати, по этой карте очень часто происходят какие-то покупки и продажи недвижимости. Если это имеет отношение к вам, если это ваша тема, то очень удачно здесь все будет проходить.
Для тех, кто в ссоре, восьмерка червовая в дополнение говорит о том, что может быть слишком много пока чувств, эмоций у одного человека, да, который в ссоре, а другой, может быть, слишком настаивает на своем, уверен в своей правоте. Поэтому пока что договориться не получится. Только когда один смягчится и поймет свою ответственность, а другой немножко успокоится, только тогда можно будет уже о чем-то договариваться. А пока что нет, хотя возможность есть помириться, но не сейчас. Для работы выпадает карта трансформации, очень серьезно все происходит у нас в делах, да, какие-то большие перемены. Карта связана также как бы с долгами, кредитами, но вряд ли это мы можем как-то связать с работой. Но вот, допустим, с какими-то учреждениями банковскими, да, может быть и будет что-то связано, да, если вы этим занимаетесь. Кроме того, здесь у вас может быть какие-то события, связанные либо со страховыми компаниями, пенсионными какими-то фондами, да, может быть, какие-то неожиданные события будут происходить как раз вот с такими вот организациями, фондами разными, да, и вы можете какое-то решение принять очень важное для вас, которое вот что-то меняет в вашей судьбе. Кроме того, здесь могут быть какие-то критические ситуации, которые трудно принять, трудно переносить. Либо могут быть последствия какие-то, да, какого-то события наступают, либо вы просто боитесь, что можете потерять работу, можете, как бы вам придется что-то менять в своей жизни, да, здесь вот может быть и такое. Кроме того, эта карта, она связана, знаете, работать с чужими деньгами, да, это какие-то крупные финансы. Вот если работа у вас связана с этим, то значит какие-то будут у вас решающие проекты на этой неделе. Для тех, кто ищет работу, двойка бубновая говорит о том, что у вас действительно может на этой неделе получиться найти работу, совершенно не ту, на которую вы рассчитывали, но она действительно вот как бы выход из вашей ситуации. И помочь вам в этом может человек, либо с которым вы раньше работали, либо ваш партнер, может быть, по работе, да, может быть, из коллектива кто-то может помочь, прошлые какие-то, да, связи. Но в любом случае здесь вот нужно обязательно опираться на кого-то. Здесь сложно решить вопрос самому. То есть если будете искать помощи, то найдете обязательно поддержку, найдете возможность для того, чтобы работу найти. Кроме того, если вы работаете, допустим, психологом или, в общем, любые вопросы, которые связаны, любая работа, которая связана с подсознанием, там, с эзотерикой, да, здесь все это будет очень успешно. Для тех, кто уже работает, семерка бубновая в дополнение говорит о том, что, скорее всего, нужно будет переучиваться или нужно будет... Но в любом случае нужен какой-то новый опыт, новые знания для того, чтобы в вашей сфере, в сфере деятельности все было хорошо. Без этого не получится. То есть обязательно нужно учиться развиваться для того, чтобы вы чувствовали себя стабильно и чтобы любые перемены, которые происходят в жизни, никак не отражались на вас. То есть здесь вот вопрос образования стоит очень остро. Либо, допустим, вы получили образование, у вас есть возможность выйти на какой-то новый уровень, получить новую должность. То есть то, что было раньше, так уже не будет. Либо вы меняете просто свое положение в компании, либо вы новую работу находите, либо вы переучиваетесь, да, чтобы вот чувствовать себя комфортно. Но в любом случае здесь какие-то перемены в деятельности происходят. Кроме того, знаете, вот эти перемены, они, скорее всего, еще связаны с коллективом, да. То есть, может быть, вам прям предложат именно коллективно чему-то учиться. Либо кто-то из вашего близкого окружения вам какую-то идею даст, очень важную. То есть прислушивайтесь к тому, что вокруг вас происходит. Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что тоже нужно чувствовать ситуацию, нужно доверять себе, доверять своей интуиции, нужно обязательно заниматься как бы
ну, выведением, скажем так, финансов из дела, из деятельности, да, из своего бизнеса. То есть нужно обязательно сделать так, чтобы те деньги, которые у вас были в обороте, да, они попали в ваш карман, они попали к вам. Либо что-то купить нужно на них, да, может быть, там недвижимость или еще что-то, да. Может быть, ну, вы там уже сами знаете, что вам лучше на эти деньги приобрести для того, чтобы у вас, ну, они были выведены, да, чтобы все, любые излишки, да, чтобы вы превратили во что-то материальное. Кроме того, здесь может быть вмешательство каких-то событий, каких-то ситуаций, когда вам придется быстро реагировать, гибко реагировать, да, и здесь не нужно делать каких-то очень резких шагов, нужно взвешивать все, нужно чувствовать ситуацию, и не нужно паниковать ни в коем случае, не нужно поддаваться настроениям, не нужно попадать под влияние, ну, какой-то там информации, да, которая выбивает вас из колеи. И вообще неплохо было бы посоветоваться по этой карте с людьми знающими, что именно в этой ситуации делать, с людьми, которые могут, ну, знаете, тут даже больше могут помочь вам успокоиться, да, то есть вы, в принципе, сами знаете, что делать, единственное, вы можете неверные шаги предпринять только из-за того, что можете поддаться каким-то эмоциям, то есть вот вам нужен человек, который поможет вам просто удержать вот такое спокойствие внутри. Этого будет достаточно. Для финансов выпадает паж мечей. Опять же, карта говорит о том, что можно в каком-то в суматохе в какой-то неправильное принять решение по поводу денег. То есть слишком много, во-первых, мыслей, да, по этому поводу, как ими распорядиться, куда их деть, как заработать, да, то есть слишком много лишних каких-то движений и лишних трат может быть. От этого нужно воздержаться. Для тех, кто на зарплате, да, десятка трифовая, она как раз говорит о том, что, скорее всего, вы можете рассчитывать на помощь государства, начальства, на помощь людей, которые, вот с которыми вы работаете, да, какую-то власть они имеют, да. Здесь, в принципе, вы защищены, вы переживаете, то есть у вас внутри суматоха, а карта говорит о том, что вам вообще не о чем переживать по поводу финансов. У вас все будет хорошо и стабильно. Единственное, что чем вы можете навредить, это необдуманными какими-то действиями, покупками лишними и так далее. Тратами, короче, необоснованными. Для тех, у кого свое дело, дама трифовая говорит о том, что финансы тоже могут оказаться под угрозой, которая будет исходить от какого-то человека, может быть, от женщины, которая, ну, либо конкуренция, да, у вас здесь, либо это человек из вашего близкого окружения, который может вам как бы навредить в плане финансов, да, может быть, кто-то просто-напросто вот у вас, ну, старается денежки прибрать, ваши денежки к рукам, да, то есть вот здесь вот посмотрите, кто в вашем окружении может быть такой, у которого есть доступ к вашим деньгам, который много знает о том, что у вас в финансовой сфере происходит, да, и нужно, конечно, очень осторожно с этой информацией, да, то есть нужно, скорее всего, защитить хорошо свою информацию о финансах и вообще сами финансы для того, чтобы ни у кого не было к ним доступа. Ну и, конечно же, здесь может быть какой-то неверный совет от человека, от женщины, скорее всего, которая представляется вам очень мудрой, которую вы, скорее всего, уважаете и слушаете, и из-за нее вы можете как бы ошибку сделать, да, то есть можете неправильные действия с финансами вашими предпринять. То есть здесь человек, который внешне вам ну, может показаться другом, да, а на самом деле он хочет воспользоваться каким-то образом вашим положением, состоянием, вашими финансами себе на благо. Давайте посмотрим совет. Маг карты нам покажут, что советуют
Козерогам на эту неделю? Карта говорит о том, что, скорее всего, у вас действительно за спиной есть какая-то как бы неприятная ситуация, да, либо она вот произошла недавно, либо сейчас происходит в данный момент, и у вас могут быть как бы такая внутренняя нестабильность, может быть страхи, может быть непонимание, как действовать, да, и вы таким образом распыляетесь, теряете энергию и уходите от главного, от того, что вам действительно нужно делать. И вот рекомендация такая: не обращать внимания на то, что происходит вокруг, потому что вас это по сути не касается. Видите, здесь просто тень, да, здесь как бы есть действительно какая-то ситуация, но она для вас как тень, она вас не касается. Поэтому свое внимание не нужно туда переключать, а переключать нужно на то, чем вы занимаетесь, что вы любите делать, на чем вы зарабатываете, что для вас важно. Вот только туда смотреть, концентрироваться на этом и не обращать внимания на то, что происходит как бы вокруг вас, чтобы предпринимать правильные действия. Не нужно поддаваться какому-то влиянию со стороны. Вот чувствуете себя, ваша удача в ваших руках. Тем более у вас такая замечательная карта покровителей, да, покровительство от жизни, от судьбы. Вас просто жизнь ведет. И единственное, чем вы можете испортить это просто тем, что вы обращаете внимание на то, что происходит вокруг слишком уж сильно, и слушаете тех людей, которых слушать не нужно. Да? Вот таким образом вот карты помогают нам правильно сконцентрироваться. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.